испытано на себе. Друзья, жители республики Саха-Якутия уже давно знают про снежные гонки на УАЗах. Все это началось довольно-таки давно. Несколько лет назад первые соревнования проводились и сейчас проводятся под названием Хаараян. Но учитывая огромную популярность этого формата гонок, практически в каждом районе есть свои соревнования, свои некие такие отборочные этапы. И сейчас мы находимся на достаточно интересном большом событии. Здесь участвуют около 50 спортивных экипажей в классах карбюраторы, инжекторы и также автоледи. И сегодня для жителей Намского улуса проводятся соревнования. За моей спиной вы видите вот такое вот красивое поле. На самом деле это озеро. Оно все разлиновано. Это сделано для безопасности. И буквально через пару часов, может быть через час, здесь уже состоятся финальные заезды, самые зрелищные. УАЗы, спортсмены на УАЗах будут выяснять, кто из них самый лучший. Ну а в рамках передачи «Испытано на себе» я сегодня постараюсь побывать за рулем, так сказать, гоночного болида УАЗа. Но надо, наверное, сказать, что в принципе УАЗики в деревнях, они так и используются, да, то есть к соревнованиям их немного подготавливают, а в целом это тот же самый автомобиль, который используется в семье. В этом, скорее всего, и популярность этих гонок, потому что, в принципе, любой владелец автомобиля марки УАЗ может принять участие в соревнованиях и занять призовые места. Но прежде чем я сяду за руль УАЗика, я думаю, будет очень интересно посмотреть на сами события, которые здесь происходят на соревнованиях, и почувствовать этот адреналин, драйв и эмоции. Это проект «Испытано на себе», и сегодня мы поговорим о снежных гонках. Мы находимся на соревнованиях Кубок НКТЕ, который проходит в Намском улусе. В чем состоят этапы? Первый этап – это так называемый драг-рейсинг. Автомобили становятся парами и должны на скорость обогнуть вешку. Здесь какие есть подводные камни? Дело в том, что нужно как можно ближе к вешке обогнуть ее и еще и не потерять скорость. Но это сделать достаточно сложно, потому что после каждого автомобиля практически меняется
направления, меняются условия, и тем более, что под снегом находится лед, так как мы находимся на озере. Это придает именно вот этой дисциплине, этому этапу очень такой большой интерес со стороны зрителей. Все болеют за свои команды, очень много интересных ситуаций возникает, вплоть до того, что автомобилям пришлось даже сделать перезаезд, так как они даже на фотофинише одновременно пересекли финишную черту. Вот такой вот первый этап. Старт Берлинне. Өткен бүксүйтілер, мұшу зәсі қаққаламы тойлақтыр. Комиссармен мұшын өргілер, Ортабағын екі тағыста тентуға жара, тентуға да қамтырды. Ұзар зұраттаныры. Тентуға Тикелемече тиісті қалады тағыста, тентуға игаладықта. Ортабағын қағыз, Петерал Чураттеме тиісті тұрмайка. Жара тиісті тұрмайка бастығынан көліне. Ортабағын қағыз, финалға қалыпта. Федерал Чуратте 100. Итак, друзья, ну что, следующий этап под номером 2. Для этого потребуется вот это подготовленное снежное поле. Как вы видите, оно разлиновано. Как я уже говорил, это сделано для безопасности. У каждого автомобиля есть своя дорожка, которую он должен придерживаться. И в самом дальнего края этого поля, озера, стартуют автомобили по очереди, по классам. Соответственно, первый это инжектор, потом карбюратор и заезд автоледи. Что они делают? Они стартуют, затем в середине озера останавливаются после преодоления бруствера снежного, и штурман с пилотом меняются местами, и затем далее уже двигаются до финиша. Очень тоже зрелищный этап, потому что зрители практически все видят здесь, как происходят сами соревнования, и очень интересно наблюдать, как автомобили разбивают снежный бруствер. Это является одной из таких очень типичных и, можно сказать, уже визитной карточкой снежных гонок у нас в республике.
Испытано на себе. Друзья, у нас передача всегда происходит в таком свободном формате, потому что иногда бывает, что все идет не очень по плану, поэтому сегодняшние соревнования, хоть они и планировались быстро пройти, то есть все этапы были достаточно динамичные, но тем не менее были некоторые протесты, то есть это все немного машины застрявшие, это немного все задерживает, да, на весь процесс. Поэтому возможно, что сегодня я хотел побывать за рулем УАЗика, до сих пор у меня эта мечта как бы есть, но единственное, что это нужно сделать в светлое время суток, чтобы вы могли это увидеть и посмотреть. Вот, поэтому сейчас, может быть, будет вам интересно, как происходит вообще съемка, видеосъемка соревнований вот такого разряда, да, то есть это все происходит на улице сейчас около минус 15 градусов, не так холодно, но тем не менее техника, батареи мерзнут, коптер у меня, квадрокоптер сегодня, кстати, один раз даже пришлось экстренно посадить. Этот кадр вы обязательно увидите, если уже не увидели. Вот, из-за того, что я экономил батарею и, соответственно, на полуразряженной взлетела, она еще охладилась, и квадрокоптер чуть не рухнул прямо в середине поля. Но мне удалось его посадить прямо на лед. Благодаря рации мы на связи с операторами, и, соответственно, здесь два канала. Вот сейчас по нему общаются канал организаторов соревнований, и еще второй канал мы вместе с Семеном, то есть всегда на связи, тоже очень удобно. Вот, и я в тот момент, когда у меня квадрокоптер падал, я просто кричал в рацию: кто-нибудь посмотрите там, и описывал все, что вокруг вижу. Там были желтые флаги и, соответственно, дорога ледяная. Это было недалеко от автомобиля, и один из организаторов благополучно забрал квадрокоптер, его никто не раздавил. Вот, сейчас ему нужно будет снова поработать. Происходит это вот таким образом. Здесь зарядка, тут вообще страшно все, посмотрите. Значит, это на 220 вольт инвертор, и к нему подключены зарядное устройство от квадрокоптера. Квадрокоптер у нас получается немножко старый. У батарей квадрокоптерных есть свой ресурс. Здесь уже этот ресурс практически закончен, поэтому, как видите, я для того, чтобы батарея не слетела во время полета, так как некоторые из них достаточно таки уже немножко вздувшиеся. Вот. Это тоже накладывает свои такие отрицательные вещи, отрицательные моменты. Вот. Но сейчас я ставлю нормальную батарею, тем не менее я ее тоже на всякий случай закреплю. И сейчас как раз идет самый финал. На финал выходят автомобили, если я не ошибаюсь, карбюраторные УАЗики. И этот заезд мы обязательно вам покажем. Так, ну что, сейчас мы начинаем. Автомобили уже выезжают на старт. Напоминаю, этот этап будет такой командный. Первый автомобиль едет половину пути, потом штурман пересаживается, садится пассажиром в следующую машину командную и уже финиширует на ней. Артур, прием. Так, это у нас уже такой традиционный запрос к организаторам на взлет. То есть, чем были такие как бы случаи, когда я раньше снимал соревнования, то есть выстраиваются автомобили, вроде уже готовы, ты летишь и еще минут 10 просто висишь в воздухе, и батарейка съедается. То есть, а здесь можно с помощью рации быть немного так как бы на волне, да, то есть знать, когда нужно взлетать, когда будет старт. Прием. Кто-нибудь подскажите, когда коптер запускать, через сколько минут? Все готово будет, скажем. Сейчас эти машины...
Вот, кстати, хотелось бы отметить, что вот здесь сюда вот это стекло снимается, съемное, и можно ставить как бы эти фильтр. ND-фильтр – это как будто вы надеваете солнечные очки. Это позволяет делать картинку более такой насыщенной, красивой. Вот, но сейчас уже сумерки, скоро будет вечереет, и поэтому мы поставили прозрачное стекло. Так, ну что, сигнал прозвучал, сейчас машины готовы. И наша задача еще пролететь больше 1,5 километров до старта. Так, квадрокоптеру требуется буквально несколько секунд, чтобы поймать спутники и чтобы он мог ориентироваться в пространстве. Сейчас уже можно взлетать, но вот эта вот верхняя полоска, она еще не зеленая, а желтая. Все, GPS подцепился, поехали. Сигнал. Я когда разговариваю по рации, у меня сигнал на квадрокоптере пропадает. До этого не было такого, кстати. Это что-то с чем-то. Вообще что-то мне не нравится его. Вообще, чтобы такого не происходило, нужно подниматься повыше. То есть тогда... А тут еще, кстати, люди стоят. Наверное, люди мешают немного. О, все. Так. Если мы будем заниматься этим на улице, то есть вероятность, что пульт может сесть, либо телефон. Так, нажмем на рек. Запись. Я все готов, снимаю. Сама по себе рация ловит помехи от... Все, стартанули. Да, но что-то со связью происходит. Как бы его... Ой-ой-ой. Потерян... Может вообще выйти, а? Да, выйдем. Пойдем-ка туда, назад. Пойдем к Семену встанем. Скорее всего, здесь как-то по-другому идет сигнал. Все, вот мы можем видеть. Скорость, кстати, неплохая у них, около 45 км в час. Да, здесь связь получше, можно даже сделать пониже. Не бликует, нормально? Чуть бликует. Чуть поверни. Так, а я иногда теряю, кстати, до сих пор. Слушай, совсем недалеко, по идее, километр. Что-то случилось. Bağlanıp tutmasına denge düşmeden zekletler bilim ola komanda sürбекке жалош интерегинай бастыке тапка карбюратор машиналар kimler kelaksanlar estepete веректактар бұл estepетін алан барамдар демеде аны инжекторлар финистектактар да онда барлақ киси я бикай көкек күрістіңінча қатчы Яра машиналар стартаптар көкенімдер
друзья, мы в процессе, я понял, что не так. Разница была в том, что сейчас на мне была петличка, она цифровая и работает в формате на Wi-Fi волнах. Так, вот у нас уже 5 лидеров подъезжает. Все отлично. И, соответственно, она гасила. Да, я, кстати, из-за вот этого, из-за того, что сигнал терялся, у нас, оказывается, больше половины, практически чуть меньше половины участников уже проехало. Я, оказывается, был в середине. Вот такие вот бывают нюансы. Очень осторожно. Зато мы очень красиво снимем последнего участника. Как видите, оказывается, микрофон цифровой, петличка, дает помехи на, соответственно, эту технику. Скорее всего, у них совпадают волны. Хотя даже сейчас как-то он неправильно реагирует на джойстик. Например, вроде хочу его опустить вниз, а он не опускается. Очень странно. Все. Нет, реально, я... Что такое? У него срабатывает какая-то функция. Вот это вот. Такого не должно быть. Батарея закончится. Ну, сейчас батарейка закончится и спустится. Ну-ка, сейчас поэкспериментируем. Вот, я нажимаю вниз джойстик, и он не слушает. Еле-еле, очень медленно. Тихо. Вот не знаю, каждый раз что-то новое. Так, ну что, сейчас будет награждение, и затем, я думаю, еще достаточно светло, чтобы испытать себя за рулем гоночного УАЗика. Испытано на себе. Так, ну что, друзья, мы в автомобиле К2. Это команда, которая с Намского улуса. Они постоянно участвуют в снежных гонках Караян, занимают призовые места. И сейчас мы вместе с Николаем, он покажет мастер-класс, поедем прямо по целине. Ну а потом попробую я повторить хотя бы.
чтобы прям по брустверам ехать, это первый раз. Так, сейчас мы попробуем, да? Тут, наверное, надо такой разгон небольшой, да, сделать? Сейчас подготовлю трассу. То есть всегда перед стартом, да, спортсмены делают такую небольшую разгонную, да, полосу? Нет. Нет? Не делают? Для этого организация. А, организатор делал. Не, я имею в виду, вот подъезжаешь и, допустим, чуть-чуть вперед проехал нет. и назад. Но это соревнование только вот для этого вот дорожка. Ага. Если этот А, на эту то есть, сторону выйдешь, только вот эта дорога, да, может быть? тебя снимаешь. А, ясно. Так, ну что, сейчас поменяемся местами. Так, ты ехал сейчас на Сначала на первом, первое, а потом на втором. второе и постоянно на второй. А, то есть никакой третий там ничего. А, вторая скорость. Хорошо. Так. Что-то я волнуюсь вообще. Волнение 3000. Раз. Линия. Если вдруг мы остановимся на снегу, он сможет тронуться потом, да? Это не проблема. Встаёт. Стоят? Очень чувствительная педаль. Только Оцепление хорошее? хорошая. Когда надо будет переключить, крикнешь. Я переключу. А что такое? Или она в конце 2? Нормально? Ручник? Работает. Получилось. Перед бруствером не скидывай, еду просто, да? Робот, ты здоровый! На последний, да? Это жестко, это просто непередаваемое ощущение. То есть ты летишь в эту стену, в эту снежную, кажется, что сейчас машина остановится. Но просто сложно объяснить это. Вообще, ты сколько уже давно занимаешься? Это 8 лет. Так, наверное, прямо здесь становится, да? Здесь?
Да, ну что, спасибо. Друзья, непередаваемое ощущение, просто сейчас вот как будто даже как-то не в своей реальности. Я теперь понимаю спортсменов, которые приезжают, участвуют, потому что это я по прямой проехал. Еще же помимо таких дисциплин есть еще много других, то есть это и биатлон, и перевоз покрышки, да, запасного колеса. То есть это огромное количество разных дисциплин, которые всегда меняются. Вот сегодня я тоже увидел несколько новых таких этапов, достаточно интересных. Вот. Ну что, это был проект «Испытан на себе». Я испытал на себе в полной мере на себе автомобиль, который участвует в снежных гонках Караян. Напоминаю, сегодня мы находимся в Намском улусе, и здесь проходят снежные гонки, кубок НКТЕ, и прямо сейчас за моей спиной идет церемония награждения. Ну а для себя я сегодня просто, не знаю, познал что-то, даже, знаете, вот когда первый раз на американских горках катаешься, для меня так, страшно не было, как сейчас, когда мы сначала в ту сторону влетали в этот бруствер, ну а обратно уже я ехал сам за рулем, то есть ты ощущаешь. Вообще хотелось бы сказать, что вот у этого автомобиля, наверное, у всех так, есть два положения, то есть вкл-выкл, то есть я нажимаю, то есть машина стоит на холостых, и просто тапку в пол, то есть она уже сразу идет очень оборотистый движок, и в принципе только на оборотах и на небольших колесах можно преодолевать, идти на большой скорости по такому снегу. В общем, друзья, я думаю, что сегодняшний выпуск вам тоже понравился, поэтому увидимся с вами уже через, может быть, пару дней, а может быть, на следующей неделе в проекте «Испытано на себе» на канале Якутия-24. Испытано на себе.